Будущее мира, будущее России. Сегодня стартовал Ялтинский международный экономический форум. В нем принимает участие глава Ингушетии. Строительство нового моста, реконструкция старого поможет разгрузить движение в этом сельском поселении, ведь он связывает сразу два берега, левый и правый. Это здорово, это очень хорошо. В Яндере энтузиасты, сплоченные одним благим делом, решили отстроить новый мост. Цыплят здесь считают вне сезона, как, впрочем, и кур. В этом убедились студенты аграрного колледжа. Мастер-классом преподали в КФХ «Сурхо». Для того, чтобы, в общем, студенты, молодежь была в курсе всех базовых знаний о банковских операциях, которые обычно в быту мы проводим. Ну а вот студенты ИНГУ проверяли свою подкованность в финансовых вопросах. Расскажем о прошедшем семинаре. На сегодняшний день в республике у нас зарегистрировано 57 дорожно-транспортных происшествий. У нас 15 человек погибло и 103 человека ранено. Так что водить надо с умом. Без смекалки сориентироваться в дорожных реалиях трудновато будет. Об этом говорили в автошколе «Евлой». Это новости 24. Добрый вечер. Сегодня стартовал Ялтинский международный экономический форум, в котором принимает участие глава республики Юнусбек Евкуров. В этом году форум посвящен развитию цифровой экономики, криптовалютам, блокчейну. Туда прибыли делегации из 70 стран мира. К традиционному для форума кругу тем «Защита бизнеса», «Строительство и развитие отраслей» впервые добавляется цифровая экономика, криптовалюты и все, что с этим связано. Особое внимание будет уделено обсуждению экономического развития Сирии, взаимодействия с Сирийской Арабской Республикой. Одно из выездных секционных заседаний посвящено развитию яхтенного спорта и инфраструктуры проектам в этой области. Наша делегация изучит опыт Крыма по привлечению инвесторов в курортную сферу. В рамках деловой программы в этом году запланировано более 50 мероприятий. Добавлю, ЯМЭФ – это ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В этом году он проходит в 4-й раз при поддержке администрации президента Российской Федерации. 7 тысяч взрослых и около 3 тысяч детей уже прошли диспансеризацию, проводимую в Ингушетии врачами сводного медицинского отряда ФМБА в России. За 2 недели удалось выявить на ранней стадии ряд неврологических и онкологических заболеваний. Причем некоторые пациенты даже и не догадывались о затаившейся угрозе для здоровья. Сегодня расскажем, как проходил прием в Гамурзиеве. Лекарство, что ли? Да. Принимаю. Сегодня? Да. Утром. Какое? Головная боль, тошнота, озноб, одышка и другие симптомы повышенного давления Марию Мациеву мучают уже не первый год. И хотя беспокоиться о своем здоровье пожилая женщина начала поздно, в свои 68 старается наверстать упущенное и систематически посещать кабинет врача. Почка жлазырса, пятна жлазырса, кожушку жлазыр. Больница Эладика хамса, это каламниса жлазырса. Столько пациентов одновременно стены этого медучреждения, пожалуй, еще не видели. Люди толпятся у дверей в ожидании своей очереди. И хотя почти каждый желает попасть на прием к квалифицированному специалисту как можно быстрее, сочувствие к тяжелобольным соотечественникам побуждают многих уступать им свое место. Я за, чтобы их пропускать, потому что же им тяжело. В колясочнике же без очереди дать их табус. До нескольким врачам конец тогда тихо. Лучше ждать, что хоть все тихо, все нормально, хорошо принимают. Врачи из Москвы ведут прием больных в различных районах республики уже больше 2 недель. За это время им удалось выявить сотни пациентов, которые даже не догадывались о том, что серьезно больны. Онкологи, к примеру, насчитали около 40 больных с раковыми заболеваниями, которые практически никогда не проходили профилактический осмотр. Пациентки себя не любят, они не обследуются. А после 40, грубо говоря, после 60 пациентки вообще ни разу не были у маммолога. Кабинеты специалистов уже посетили больше 7 тысяч взрослых и около 3 тысяч детей. Массовая диспансеризация позволила выявить у пациентов ряд неврологических заболеваний. В числе самых распространенных – болезнь Паркинсона и рассеянный склероз. Вас трудно сравнить с, допустим, областями внутренней России, потому что там немножко другая ситуация. Но если сравнивать, например, с Чеченской республикой, она вам ближе всего, наверное,
то по количеству панических атак у вас, конечно, приблизительно процентов на 60-70 это менее развито, чем там. И у вас охват населения первоначально амбулаторной помощью все-таки немножечко выше. Врачи предупреждают, при некоторых запущенных формах заболеваний трудно, а порой и невозможно помочь больному. А потому главное – своевременно проходить диспансеризацию или профилактический осмотр в ближайшем медучреждении. Хочется еще раз особо подчеркнуть, что прохождение медицинских осмотров и диспансеризации ежегодно – это обязательно, конечно. И всегда лучше предотвращать заболевание, чем его потом лечить. Те, кто не успел попасть на прием к врачам сводного медицинского отряда, смогут сделать это в течение 6 дней. Принимать пациентов в Назрановской городской больнице специалисты Федерального медико-биологического агентства России продолжат и в пятницу. В выходные гости из Москвы отправятся в Джейрахскую районную больницу, а на следующей неделе начнут прием больных в столице республики. Мадина Пугоева, Хаваш Гойгов, Новости 24. В этом году мы будем отмечать очередную, уже 73-ю по счету годовщину победы в самой кровопролитной войне. О подвигах героев 40-х, ингушей, участников Великой Отечественной говорили в Ингушском государственном университете. Там прошла научная конференция. В своих докладах большинство студентов постарались охватить историю жизни малоизвестных, но при этом выдающихся личностей. Хади Добриева с подробностями. Каждым днем все ближе гул войны. Первое боевое задание. За Анатолием Запевахиным летел Мурат. Предстояла охрана узловой станции Горбачева. 248 боевых вылетов и 8 сбитых вражеских самолетов. Легендарный летчик Мурат Оздоев дважды был в плену, не раз бежал. В то время как боевые товарищи уже не надеялись увидеть его живым. Доклад студентки Айшат Томовой больше напоминает дневник воспоминаний самого героя, его сослуживцев и родных. История мужественного человека вдохновила ее принять участие в конференции. Именно его биография меня вдохновила, так как за всю свою жизнь он очень тяжелый и длительный путь прошел, прежде чем его подвиг был оценен по достоинству. Ему должны были вручить звание Героя Советского Союза, но награждение не состоялось из-за депортации ингушей. Поэтому и только спустя 50 лет его подвиг был оценен заслуженно. В числе участников конференции не только студенты и историки. Страницы биографии полные отваги и героизма участников войны в который раз перечитывают и учащиеся других факультетов. Тема героев Великой Отечественной в зале близка всем и каждому. Это люди, которые заложили основу нашего современного государства. И мы обязаны тем, где мы находимся сейчас, тем, что мы сейчас живем в мире. Если многие рассказывают о подвигах своих дедов или известных героях, то в большинстве работах звучат малоизвестные имена. Студенты постарались проследить именно их военный путь. У Эльзы Барахоевой на фронтах Великой Отечественной воевал родной брат деда Абдулвагаб Барахоев, участник Сталинградской битвы. Но ее доклад посвящен подвигу другого советского солдата. Информацию о боевом пути Михаила Булгучева студентка собирала буквально по крупицам в библиотеках, музеях, старых газетах и журналах. О его биографии у меня практически нет информации. Я знаю, что он был Магомедом Горнукаевичем, потом уже на войне он поменял имя на Михаила, также поменял свою национальность. Он значился как кумык, чтобы его не депортировали. Была информация, что он в обороне Малгобека был в первое время, был в разведотряде находился, и уже в последующем он также известен его подвиг. Он спас жизнь этому первому секретарю Венгерской социалистической рабочей партии Яношу Кадыру. Из 21 тысяч ингушей, ушедших на фронт, больше 6,5 так и не вернулись с полей сражений. 7 тысяч были выходцами из Назрановского района, 3,5 из Малгобекского, 6 из пригородного и больше 5 тысяч из Сунжинского. В каждом докладе не просто достоверные исторические материалы и справки, а безмерное уважение к героям. Самые требовательные и внимательные слушатели здесь – преподаватели. Очень многие наши участники войны, они на фронт попали как раз и были холостыми, и очень многие из них не вернулись. Поэтому сегодня задача не только наших историков, но и многие студенты сегодня с пониманием к этому относятся, и поэтому они посвятили эти доклады тем своим родственникам, о которых сегодня надо говорить, чтобы их имена были в памяти нашего народа. На груди георгиевские ленточки как символ памяти подвига советских солдат, а на столах отпечатанные черно-белые фотографии участников войны. К конференции студенты готовились не одну неделю, но какой бы большой эта стопка ни была, в исписанных листах все равно отражена лишь малая часть великого подвига каждого из этих героев. Хади Добриева, Адам Далаков, Новости 24.
Сегодня по всей стране пятиклассники писали проверочную работу по математике. Оценивать предметные знания учеников таким способом было решено пару лет назад. Напомню, результаты теста на аттестат не влияют, но позволяют создать общую картину успеваемости. Наша съемочная группа побывала в 10-й школе Назрани. Зайнаб Межоева пишет проверочную апробационную работу по математике. По сути, это контрольная федерального уровня. Девочка готовилась к ней основательно. Отличница, как признается, дружит и с задачами, и в частности с дробями. Я вчера очень долго готовилась для того, чтобы хорошо сдать экзамен. Мне в этом вчера помогала мама. Она выбирала для меня разные задания, и я их решала. Всероссийская проверочная работа по математике состоит из 14 заданий, на выполнение которых ученикам отводится 1 час. При этом запрещено пользоваться рабочими тетрадями, справочниками и калькулятором. Для решения заданий им предоставили кимы и черновики. У нас сегодня на экзамене было 14 заданий. Такие, как сократить дробь или найти общий знаменатель. Я их всех сделала, они были нетрудными. Очень готовилась к нашему ВПР. ВПР оказался очень легким. Единые для всех задания позволяют оценить уровень подготовки учащихся, выявить проблемные зоны и вовремя провести работу над ошибками. При этом руководство школы отмечает, результаты на оценку или получение аттестата не влияет. По задумке Министерства образования, такие тестирования призваны заменить традиционные итоговые школьные контрольные работы. К этой работе мы готовились с начала учебного года. Это приходилось на каждом уроке уделять какую-то часть урока подготовки всероссийской проверочной работы. Конечно, это отвлекало от основной работы, но с другой стороны, детей как бы стимулировала эта подготовка, они старались более лучше понять темы, чтобы быть готовыми и получить хорошие оценки. Поддержать ребят пришли и родители, как признаются, волнуются не меньше своих детей. Меня пригласили присутствовать на ВПР по математике. Я очень волнуюсь. Экзамен у нас проходит очень хорошо. Дети очень подготовленные. Делают все, что могут. Стоит отметить, что решение о проведении проверочных работ для учащихся с 6 и 11 классов руководство школы принимает самостоятельно. А вот для 4 и 5 ВПР является обязательным. Зелимхан Калоев, Лариса Аздоева, Рахман Цуров, Новости 24. Берег левый, берег правый жители Яндари решили объединить новым мостом. Переправу в родном селении строят дружно на общие средства. Здесь идет в ход афоризм «С миру по нитке». Получается такой себе символичный мост дружбы. Благую идею от энтузиастов отхватили многие, обеспечили стройматериалы, предложили рабочие руки. Рида Сычева расскажет подробно. Это по-настоящему народный мост, ведь строить его местные жители на свои средства. Кто-то принес балки, кто-то ограждение. Работают здесь тоже местные жители. Строительство нового моста, реконструкция старого поможет разгрузить движение в этом сельском поселении, ведь он связывает сразу 2 берега, левый и правый. Если раньше этот мост считался крепким и выдерживал крупногабаритный транспорт, то сегодня он не в силах тянуть на себе такую нагрузку. Поэтому медлить местные жители не могли. Энтузиасты приняли решение построить новый мост. А там, как признаются сами, с милостью Всевышнего равнодушных не оказалось. Где-то в середине марта а в данный момент времени Мост уже успел стать символом сплоченности и дружбы сельского поселения, ведь на просьбу автора идеи Бибулата Китиева откликнулись все. Необходимым материалом помогли мэр Назани, работники кирпичного завода Яндари, глава сельского поселения, руководители автодора и многие другие. Уже сейчас сделано много. Залит фундамент и выстроен каркас будущей переправы. Субботу, воскресенье притать от их геох. Так перелить хамаж установить для шулка юхтут арматурный сетки была бетон тила лейка من ذخير ويرت والشوا ويرت واشوا ومحك لا ملوي استجا يعني. На помощь пришли работники МРСК, которые убрали мешающие строительству моста столбы и трансформатор, перенесли его на другой участок. Местный житель Руслан Китиев признается, не может нарадоваться развитию родного села. В данное время сапоток машин мадахчи уже мост далер. Сейчас паргат вдвойне, в 2 ряда машин ждать, это было уже возможно не служат в данное время.
мост узкий, одностороннее движение только могли вот до сих пор тут ездить. Поэтому инициативу вот проявили вот этот Даурбеков Михаил и вот этот Бембулат Нашкетиев. Ко мне тут двухстороннее движение уже будет. Два моста рядом, там 2 моста будет. Потому что общий один мост тут было немножко сложновато сделать, поэтому сделали рядом как двухсторонний, он как 2 моста будет. Ну а тем временем здесь продолжаются строительные работы. Скоро начнется второй этап сборки моста, а далее по плану уже асфальтное покрытие, благоустройство прилегающей территории. Жители торопятся, чтобы успеть к предстоящему празднику Ураза-Байрам. Рина Цычоева, Майрбек Миржоев, Новости 24. Студенты бюджетной формы обучения вновь могут начать распределять на рабочие места, как это было в советское время. В Госдуму внесли законопроект, предлагающий ограничить получение бесплатного образования возрастом 30 лет. Если закон примут всем бюджетникам, после получения диплома придется отработать в государственном или муниципальном учреждении, органе власти, в госкорпорации или на предприятии, где как минимум 50% принадлежит государству. Бакалаврам нужно отработать 4 года, специалистам 5, а магистрам 6 лет. В случае, если студенты откажутся от распределения, им придется оплатить расходы на их обучение. Также в законопроекте предлагается ограничить возможность получения бесплатного образования, сохранив бюджетную форму лишь для граждан от 17 до 30 лет. Зубрить – это одно, куда больше можно узнать о предмете, изучив его на практике. Вот, к примеру, зоотехния. Все самые ценные сведения о разведении и кормлении животных можно получить непосредственно на ферме, куда и отправились студенты Назрановского аграрного техникума. Мастер-класс с удовольствием дали работники крестьянско-фермерского хозяйства Сурхо. Они специализируются в основном на курах. Мадина Пугоева расскажет. На хрупких, казалось бы, плечах Лейлы Жамурзиевой держится почти все крестьянско-фермерское хозяйство. Птицеводством женщина начала заниматься 20 лет назад. Работу свою любит, признается, что разведением курей в далеких 80-х занималась ее мама, а потому привязанность к этому виду домашних животных в ней еще с детства. Уже привыкла к этой работе, уже сколько времени работаю, я уже совсем другое не представляю. То ли история Лейлы так вдохновила студентов, то ли полезный и весьма интересный фермерский труд. Ребята то и дело заваливают вопросами опытного специалиста по разведению кур. Именно эта порода пернатых, признается Лейла, самая востребованная. Бройлеры способны набирать вес всего за пару недель. Уже максимальный вес уже в фугер. Уже на забой готовы ешь. Сколько дней здесь? 40, сегодня 52 дня, 45 дней уже ёх кадолдан поешь. Главное при разведении таких птиц – это свежий воздух и правильное питание. В КФХ Сурхо установлена автоматическая система кормления птиц, которая наполняет емкости кормом и водой каждые 2 часа. Только отборные витамины, минералы и полезные добавки. О том, что бройлеры требуют тщательного ухода и бережного отношения, Дауд Дидигов узнал впервые. От птицевода со стажем Лейлы Жамурзиевой можно узнать и не такое. К примеру, по куриным лапкам можно определить ее возраст. Если они пожелтели, то птица считается созревшей, а состояние здоровья курей и вовсе узнают необычным способом. Как идет? Выдавлять, мы что, поехали? Помёртый, жидкий, коричневый, жидкий холган. А я уже, если проходить печка, полностью помёт, проверять, по помёту уже колтами дар холсун. Я уже нормальный помёт пихнется. А чуть жидкий уже холи, там уже на хайт отвоит, бог отвоит, Увидеть настоящий деревенский курятник воочию, проникнуться фермерским духом и притронуться к пернатым друзьям. Практика на свежем воздухе не сравнится ни с чем, уверены будущие аграрии. С развитием сельского хозяйства необходимость в молодых специалистах только растет. К тому же именно эта профессия в числе самых востребованных в республике. А потому и студенты-аграрии всегда смогут найти занятия по душе, уверен Абуязид Хабриев. Фермеры, участники, птицеводством заниматься здесь. Шойца хозяйство жлелю, дали андали. Бог батя, жвагачным хубац, сидеть не надо. Сабахан безм, очень лил, очень шейца, он котом хамлели. Хозяйство елчмети, бог арвал, специалист. Ханцаган, примерно веш, хули зоотехник,
ветврач, специалисты шуббух дали андалидию. Преподаватель по зоотехнии планирует провести со студентами занятия для закрепления пройденного материала, поэтому практика на КФХ и полученные в процессе знания останутся в памяти будущих аграриев как самый яркий этап обучения. Мадина Пугоева, Хамзат Халухоев, Новости 24. Это еще не все новости. Сразу после короткой рекламы вы увидите. Студенты МГУ проверяли свою подкованность в финансовых вопросах. Расскажем о прошедшем семинаре. Водить надо с умом, без смекалки сориентироваться в дорожных реалиях трудновато. Профилактическая беседа в автошколе «Евлой». Этот автомобиль может стать твоим. Соверши покупку от 5000 рублей в Поиск.com и получи свой шанс выиграть автомобиль и другие ценные призы. Акция действует по 21 июня 2018 года. Подробности в магазинах Поиск.com. Назрань, улица Евлоева, 41. В чем преимущество мобильного банкинга, как можно избежать денежных рисков и что еще готовы предложить высокие технологии? В рамках коммуникационной программы по повышению финансовой грамотности Сбербанк провел в Ингушском госуниверситете семинар для студентов. Об этом расскажет Тамерлан Хамхоев. Как не попасть в ловушку денежных аферистов, избежать подключения ненужных услуг к банковской карте, за что стоит платить, а за что нет. В программу финансовой грамотности стараются включить как можно больше необходимой и, главное, доступной каждому информации. Ваша возможность и привычка очень часто обращать внимание на сотовый телефон была замечена, услышана банками, и банки стараются сделать максимум усилий, чтобы вы не ходили в стандартные офисные помещения банка, а пользовались удаленными сервисами. То есть вы сами стали сотрудником банка, только гораздо бесплатным и работающим 24 часа в сутки. Многие из присутствующих в зале не подозревали, какой спектр услуг можно получить при наличии элементарных знаний в этом вопросе. Лектор рассказал, что такое мобильный банк и интернет-банкинг, как подключить и насколько удобно использовать перевод денег, оплату товара и услуг, осуществление коммунальных платежей и пополнение баланса мобильного телефона. И все это онлайн. Операций много, и студентов подробно проинформировали о каждой из них. Что написано полностью? Виза 3762, время зачисления 1 рубль от отправителя Игорь Алексеевич. Все случилось. Насколько быстро это произошло? Смог бы я за это время сбегать в филиал Сбербанка и сделать перевод? Наша задача рассказать о тех банковских продуктах, которые на сегодняшний день мы можем предложить массово использовать населению, о их преимуществах. Почему первая площадка выбрана университет? Потому что это люди, которые сегодня молодежь, которая завтра будет возглавлять какие-то учреждения, министерства. Особое внимание на семинаре было уделено теме безопасности при использовании банковских карт, правильный подбор пин-кода, защита от фишинговых сайтов, страхование денег на карте. Также подробно рассказали про сервис «Копилка», которая помогает значительно сэкономить средства, управлять финансами и анализировать расходы. Также можно в интернет-банке и его мобильном приложении. В этом году запланировано уже более 250 мероприятий в 84 регионах нашей страны, и самыми активными участниками этой программы являются регионы Юга России и Северного Кавказа. Для того, чтобы, в общем, студенты, молодежь была в курсе всех базовых знаний о банковских операциях, которые обычно в быту мы проводим. Я какое-то время работала сама в банке, поэтому мне, может, и не хотя, но пришлось знакомиться со всеми этими операциями, со всеми этими, в общем, внутренней кухней. Поэтому, да, в принципе, я могу себя называть финансово грамотным человеком. В завершении семинара прошла викторина, в которой все студенты принимали активное участие. Наиболее отличившиеся и подкованные в финансовом вопросе получили поощрение. Тамерлан Хамхоев, Лариса Аздоева, Новости 24. Минтруд предлагает увеличить максимальное пособие по безработице до прожиточного минимума с 2019 года. По предварительным расчетам предполагается увеличение максимальной величины пособия по безработице до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России, минимальной величины пособия по безработице до 30% от максимальной. С 1 мая текущего года МРОТ будет доведен до прожиточного минимума трудоспособного человека и составит 11 163 рубля. Сегодня минимальный размер пособия
составляет 850 рублей, а максимальный – 4900 рублей. Министерство напомнило, что проект федерального закона о внесении изменений в закон о занятости населения в России размещен для общественного обсуждения. Крепко держаться за баранку, не терять бдительности и относиться как минимум с уважением к коллегам по дорожному движению. Такие, казалось бы, простые истины для многих автолюбителей остаются непостижимыми. ПДД игнорируются намеренно ради собственного комфорта на трассе. Обо всем этом говорили накануне в автошколе «Евлой». Там с курсантами встретились представители управления по делам религии и сотрудники ГИБДД. Микаил Тангиев о профилактической беседе. В современном мире высокоскоростных технологий автомобилем пользуется практически все население Земли, в связи с чем стремительно увеличивается количество машин на дорогах, что в свою очередь, к сожалению, влечет за собой множество аварий. По словам религиозных деятелей, одна из основных причин всех бед на дороге – это нежелание водителей уступать друг другу. Последствием несоблюдения правил дорожного движения и невнимательности на дороге порой становится человеческая жизнь. И для того, чтобы предотвратить несчастные случаи, проводятся такие встречи. Выпускник автошколы «Евлой» Абдурахман Имагожев считает, что для него эта беседа имеет большое значение, так как он будущий участник дорожного движения. Среди водителей бытует ошибочное мнение, что представительница прекрасного пола не умеет водить. Эсет Ганиева 2 месяца назад пришла в автошколу и постаралась развеять этот стереотип, завершив полный курс обучения. Она считает, что водительские навыки пригодятся ей во всех случаях жизни. У меня было такое желание вот с детских лет. Мне кажется, это для любой женщины не лишнее водить, учиться. Пригодится всю жизнь, наверное, поэтому и на работу, чтобы сама ездила, и с работы. Религиозные деятели неустанно повторяют, что, управляя транспортным средством, водитель должен отдавать себе отчет в том, какую огромную ответственность он несет перед Всевышним. И если по его вине в ДТП кто-нибудь погибнет, то это все равно, что целенаправленно убить человека. برنامج أدرسنا أزل تحتر ديا خير مش يسموه بيستوي علمي دوج أزل ويلاتش دو أزدون ديا أصحاب خلر ديني قيمة تحصل قلها وستخلر أزمل بتشالخ مل أز عازب دولج ده ماسك فير أزل خلدون ديا يلا أشكينا خيط بريحه دايس دريحه شيل ده حقيقة بمتجي حيخي بيان استوغا إحتى خبري وتعبرك دريحه أن سنة بعشق المتجي قيتاني وغير. Как показывает практика, основные причины аварий в нашей республике остаются все теми же. Это превышение скоростного режима и выезд на полосу встречного движения. Сотрудники ГИБДД приводят печальную статистику дорожно-транспортных происшествий за последние 3 месяца. В сегодняшний день в республике у нас зарегистрировано 57 дорожно-транспортных происшествий. У нас 15 человек погибло и 103 человека ранено. К сожалению, с аналогичным прошлым периодом у нас идет рост показателей по 3. То есть и ДТП, и погибшие, и раненые. Инициаторы и организаторы этой профилактической беседы уверены, что проведение подобных встреч будет способствовать снижению количества дорожно-транспортных происшествий среди начинающих водителей. И главное помнить простое правило – тише едешь, дальше будешь. Микаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24. В коррекционной школе сельского поселения Нижние Чулуки провели ежегодный творческий отчет за прошедший год. О том, каких успехов учреждение достигло и как ведется работа с детьми, смогли узнать сотрудники Министерства образования и директора других общеобразовательных школ. Для них провели специально открытые классные часы и мастер-классы по кружковой деятельности. Жаридат Халухоева расскажет. Застенчивых, пугливых, с проблемами развития речи, в общительных юношей и девушек превращают преподаватели особой коррекционной школы. Каждый урок – увлекательный мир детства, в котором ребенок не только учится, но и радуется, принимает какие-то решения, выражает чувства, формирует мнение и отношение к другим людям и предметам. Приобретенные умения и навыки они с большим энтузиазмом показывают сегодняшним гостям. Сейчас время года какое на улице? Весна. Так, а потом будет какое? Осень. Нет. Лето. Потом? Осень. Потом? Зима. Молодец.
Образовательная программа здесь такая же, как и в обычной школе, с той лишь разницей. Каждому нужен определенный подход. Аза Арчакова проходит индивидуальное обучение. Из-за врожденного поражения нервной системы девочка не проявляла никакой реакции на окружающий мир. За несколько месяцев занятий ее состояние намного улучшилось. Тадeuш, положи круг. Положи круг. Молодец. Ребенок же вообще не был сосредоточен, мелкую моторику даже у нас не было развито. Она теперь все и цвета различает, и вот собирает, игры собирает. Все команды, те, которые ей сейчас задают задания, она выполняет. Занимается Аза по специальной программе развития СИПР, методика, введенная в конце прошлого года. Здесь детей учат основам, восприятию формы и цвета. Еще одно новшество – в школе свой медицинский корпус с лицензией и собственным персоналом. Кабинет логопеда, психолога и смотровой кабинет оказывают круглосуточное обслуживание. Ставим в очередность детей, первоочередных, кого нужно к логопеду, потом на вторую четверть, допустим, меняем их. Но стараемся сделать так, чтобы все дети были охвачены обязательно какими-нибудь дополнительными коррекционными занятиями, хотя бы 1-2 специалистами. В коррекционной школе обучаются и одновременно проходят лечение 212 детей с разными диагнозами, с задержкой психоречевого развития, ДЦП, синдромом Дауна. Кроме обычных предметов, здесь осваивают и такие, которые должны ввести учеников из некого подобия сна, расшевелить их нервную систему и заставить раскрыться. За то короткое время, что здесь провели, они действительно научились общаться и не бояться окружающих. Сами выжигают по дереву и делают различные поделки, развивая тем самым воображение, тактильные и зрительные ощущения. Занимаемся бисероплетением, вышиваем картины, делаем декоративные изделия, там игрушки для елок. Очень многое, конечно, цветы. На каждом уроке в этой школе импровизируют и сочиняют. Обучение проходит по уникальной методике. Арт-терапия – одна из них. За считанные секунды на бумаге появляется причудливая форма, которая чуть позже, если немного пофантазировать, превращается в цветок или бабочку. Вот это петушок, а это бабочка, а это солнце, небо, травка, бабочка. И у нее есть бабочка. Насколько известно, медицина наша утверждает, что на ладошках и вообще на ступнях ног находятся активные жизненные точки, которые отвечают за внутренние органы, за мозг, за нервную систему. Ахмед Давидович, работая именно непосредственно руками, вы обратите внимание, что ребенок надавливает, это тоже своего рода воздействие на эти точки. Воздействуя на эти точки, ребенок какие-то сигналы в мозг, в сердце, кровообращение. Это все идет немного своего рода медицинский аспект в этом задействован. Воспитание – это целенаправленный процесс формирования личности. В работе с особенными детьми он намного сложнее. Тут важно не только научить ребенка распознавать, что такое хорошо и плохо. Коллектив коррекционной школы день за днем вдохновляет детей на новые достижения, доказывая им, что их возможности безграничны. Коллектив действительно сформирован. Первые такие поступательные шаги, они уже предприняты руководством данного учреждения. Особенно приятно, что уже действительно идет хорошая такая дифференциация по спецификам заболеваний. По результатам нашей деятельности, я думаю, мы сможем уже выйти в следующем году с более масштабным творческим отчетом, представить эти результаты практически на любом уровне и показать эти результаты любым представителям как органов, заинтересованных в исполнительной власти, так и иных учреждений, которые заинтересованы в развитии работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Важно, чтобы как можно больше детей с ограниченными возможностями здоровья получили хорошее образование и вместе с тем улучшили здоровье. Ведь самостоятельным и независимым легче перенести все трудности жизни. Жаредат Холухоева, Мербек Межоев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.